Я почитаю. Я вам не подписываю. Так еще пока ничего не говорят. Я у червоного проїхав. Сябры, всем привітання. Сьогодні ми починаємо трансляцію з урочистої події по урученню премії «Особа года» і «Подія года» по версії громадського магістрату. Зустріча відбувається у конференц-зале гостиницы «Губернская». Ну, а далее вы будете сами все глядеть. Один Пушкин. Ничего не сказал. Я веду. Я сейчас сверху зайду. Так, а там нету гардероба? Нет, это другое. Посмотрю, что уже все заняты. Распродаться. Кольки на твоем магазине. Почти красивый. Это ж нормально, когда мы спозднимся на 5-10 минут? Или почему? На 5 нормально. Больше я так уже все собрались. Они уже тут 6 хвилин трансляция идет. Так, вы там где-то будете посередине, да? Вы здесь стоять, стол-то для чего? Это просто, наверное, не для шоу. Может стол подвинуть, а вы будете по центру все? Не, мы сейчас просто не увидим. Так лучше намного. Согласись. Но
По мне нормально, сейчас Камера фокусуется, потом пойдет. В некоторых фотоаппаратах ну, она просто лампочка там такая. Виртуальная. Нет, ну просто сеточка такой. Можно починать, да? Добрый день, шановні колеги, сябры, могилевцы и не могилевцы. Завтра 28 студеня. Я лічу, что это самый важный день у истории нашего города Могилева. Чему? Потому что 28 студеня 1577 года те, что в количестве жили у нашем городе, стали вольными людьми. Яны атрымалі право на самакіраванне, тому що тільки вольні, тільки самодостаткові люди здольні зробити свій вибір і вибрати тих,
хто буде допомагати їм реалізовувати самим себе. Менавіта у гэты дзень, альбо напярэдадні, то есть як сёння 27 студзеня, мы адзначаем наданне Могилёву магдебургского права. Права на самакіраванне. Увесь час, у всякім выпадку, у апошнія гады, а нават, можна сказать так, десятигоддзі, гэты дзень быў у памяці магілёўцаў. Он быў у памяці магілёўцаў, калі яны змагаліся за адраджэнне, за адбудову нашай магілёўскай ратушы. Гэта ідэя, которая была вельмі папулярна сярод магілёўцаў, знайшла падтрымку сярод органаў кіравання, і сёння мы бачым з вами адбудаваны сімвал горада Магілёва. Гэта ідэя была тады папулярна, калі магілёўцы змагаліся за тое, каб Магілёву быў нададзены герб. І ў якасці афіцыйнага герба быў не нейкі там штучна створаны, але той, который гістарычна належаў нашаму гораду. І менавіта герб узору 1661 года. Чаму? Чаму не першы герб, а гэта? Таму што тады у лютым адбылася падзея, которая засведчыла права магілёўцаў быць вольнымі. Гэта было паўстанне за захаванне традыцыю самакіравання. Поэтому яшчэ раз хочу вам сказать, что на працягу десятигоддзяў, асабліва ў апошнія гады, вось у гэты час у горадзе Магілёве праводзіліся розныя мерапрыемствы, у розных мясцінах. Ці гэта быў гасцінны цэнтр кола, альбо нейкія кавярні, ну зараз неба, калісь это было чердак, да, ось, альбо іншыя. Магілёўцы так ці інакш спрабавалі адзначыць гэты дзень. Праводзіліся розныя міжнародныя канферэнцыі, прысвечаныя самакіраванню і магдебургскаму праву. Открываліся памятныя дошкі. Трэба вам сказаць, што некалькі гадоў таму пад кіраўніцтвам кіраўніка праекту Владимира Лапцевича быў рэалізаваны вельмі цікавы праект магілёўцамі. Гэта праведзены круглыя сталы наконт магдебургскага права самакіравання ў тых раённых цэнтрах Магілёўшчыны, дзе оно існавала. Это были у Бялынічках, у Чаусах, у Горках, у Чэракове, у іншых раённых цэнтрах, у Шклове, само собой, у Бобруйску. И у некоторых городах были усталяваны информационные дошки. Да, вот мы, магілёўцы, подаровали им, это маецца на увазе, Бялынічы, Чэрікаў и Чаусы. Але на той момент у Магілёве уже. И менавіта на будынку нашего магілёўскага гарвыканкама висит информационная дошка об тым, что в 1577 году город Магілёў атрымаў магдебургское право. И мне вельмі прыемна про гэта говорить. Чаму? Потому что и сегодня я бачу магілёўцаў, которые пришли сюда означить эту падзею. И я бы хотел поддякивать двум вельмі неабыякавым магілёўцам, особливую такую поддяку выказать, которые весь час об этом не забывают, памятуют, которые калісьці створили разом с нами такую вот громадскую инициативу, громадский магистрат. Ось, это Змитер Соловьев, вот это присутствует, да? И на вялікі жаль, яшчэ один рукавик, это Олесь Силков, и он сегодня отсутничает, але я думаю, у души, и он разом с нами. Хочу так само вам нагадать, коллеги, что в интернет-просторе вы можете побачить, чим займається громадський магістрат, хто там експерти, які справи проведені, що видавалося. Ми там розмістили вельми цікаву інформацію о самокеровании Могилева и Могилевщины. Это так званый сайт Магистрат.орг. Да, вот латинскими литерами можно назвать Магистрат.орг, и там вот побачить выники нашей деятельности. Я бы хотел так само представить зараз слово одному из чальцов громадского магистрата, который поделится своими уражениями об деятельности, о будучине вот такой вельми цікавой инициативы, которая грунтуется на чим? На громадским учинку. Да? Что такое громадский учинок? Коли человек это вроде не у вынику своих службовых обовязков, не у вынику того, что он стал там депутатом и пообещал комусь отстаивать интересы выборщиков, а просто он хочет нечто доброе зробить. Я представляю слово Олесю Агееву. Ось, прошу. Шановні громада,
Сапраўды 442 гады таму магілёўцы атрымалі, атрымалі права вучыцца спачатку, а потом и самим вырашаць свае справы. И 2 стагоддзя они это все рабілі, а потом 2 стагоддзя отвучивались это рабіць за часы российского империализма, а потом советского тоталитаризма. Ну, на жаль, те правы, которые в советский час были широко обвешаны, они не дозволяли вырашаць пытанне людям самим. Было партийное одноуладие. И вот уже в незалежной Беларуси, как вы все памятаете, обвешено самокіраванне, але як пакутліва мы до его ідем. И вот наша инициатива утворена в 2010 году. Это была спроба людей вот неяк уплывать. Мэтай была активизация громадской супольности и интеллектуальной элиты, консолидация интеллектуальной элиты на громадско важные, социально важные справы. Кто из вас занимается, а вы все занимаетесь громадскими справами, все ведают, 10 годов, амаль 10, 9 ладно. За гэты час в Могилеве зникла безліч розных громадских инициатив. Они возникали, некоторые нават не покидали толком следа, кроме того, что заявились, некоторые реализовались и зникли, а некоторые існують. Вот и наш. Вот дзіўнае пытанне сам себе задал перед гэтым, а чему все ж таки існуем мы до этого часу? 10 годов для громадского сектора это довольно богатый кавалок часу. Ну, перш-наперш, я раскрою одну таблицу, мы робили это для себя. Каб самим штосьці зрабіць. Але думали об усіх. То есть об тым, что гэта трэба не толькі нам. И вот гэта, напэўна, самый галоўны секрет. У громадского магистрата 3 основные принципы. Это громадское самокіраванне, это громадское абмеркаванне розных проблем. И третий, это громадский контроль. Горячие головы, когда мы утворались, думали, что это будет теневой урад города Могилева, который будет летние пропановы такие, знаете, все, значит, законодавчие инициативы. Этого по максимуму не отрымалось. Минимально мы заявились бы, что-нибудь сказали, что треба, и мы это перевыконали. Отрымалась, звичайно, золотая середина. Чем мы можем похвалиться? Игорь Александрович уже сегодня сказал, и я хочу сказать, что я не буду говорить об нашей деятельности, о годах, там, что это еще. Это можно и прочитать. Але вот, напевно, самое головное, это то, что мы выдали 3 сборника по самокированию и истории самокирования, и сегодняшнему стану самокирования в Могилеве. 2 конференции провели международные. И сегодня, мне здається, для элиты могилевской, под элитой я разумею не людей обов'язково со статусом, там, директора какого-то еще, проректора или еще. Не людей с высшейшей, або не высшейшей адукацией, это надзвичайно. А ты перш-наперш активных людей, которые хотят что-то изменить. Они, власне кажучи, есть у всех змен. Так вот, сегодня для элиты могилевской уже понятие самокирования Магдебургского права, и что это не минулое далекое, а сегодняшнее, это не пытание. Это уже вбито в громадскую свідомість не только дякуючи школьным подручникам, как историчный факт, а именно это как сегодняшняя з'ява. Ну, простыми словами, мы хотели зробити так, как могилевцы обмерковывали свои проблемы сами. Сегодня есть несколько таких инициатив, которые тоже попробуют наладить диалог, и это вельми файно. Як можно заявиться до нас? Заявиться можно просто выйти на кого-то из нас и сказать, что у нас есть, нам потребна підтримка. И так несколько разов было. Мы сами нечто вылучаем. Но сегодня, когда я шел сюда, то я подумал, что есть еще другое великое досягнение, не глядячи на конкретные какие-то вот выборки. Это вот то подея, на якой вы присутствуете. Когда наши социологи, потом они меня або обвергнут, або подтвердят, поглядели на громадское, вот на особую, на подею особого года вручения, не только вручения, а и на сам процесс в интернете, кольки там людей зашло, проголосовало, какие спречки, потом это всегда дает контент-анализа великую вагу, то мы докладно были бы, возле этой подеи была бы среди номинантов на будущий год, на подею года. Вот парадокс в этом заключается. Потому что мы покутливо шли, мы вручили первую премию сегодня Ригор Костусів, мне нагадал Шорикову. У нас первая грамота, докладнее, значит, была вручена мэру города. Потом мы зрозумели, что это должно быть громадское только. Потом у нас оказалось получение, о чем Игорь Александрович еще скажет, громадского початку. Это, ну, скажем, ну, докладнее так. Громадской думки в интернете, экспертной супольности магистров и еще и науковое, социологичное питание. Вот это все получилось, и вот выникли такие файные проекты, мне сдается. И он важно еще и тому оказался, я так думаю, долго живе, что он
дозволил атрымаць признание тем, кто удзельнічает в громадском житті города. А это признание дуже важно, нават бацькі хочуць, каб дети калісьці сказали добрые слова за то, что их згадавалі. За то, что мы робим для громадства, мы хотим все-таки отчуть нечто, да? И вот для тех, кто працавал и працуе в этой сфере, я думаю, что вызначение подій особого года это дуже важная з'ява. И я хочу загадя одразу ж подякувати всіх тих, хто сьогодні номінант. І не номінанти, але они трапили в шорт-лист. Перший лист там был в огуле, ну, вам скажуть, що позиції 50, наприклад, по кожному. Тому що мене дякуючи от вашій неуримсливості, вашій енергії, вашей самоотданности и в огуле нежадания на вот особых дивидендов, але ведание, что это комусь потребно, мы сегодня все тут. И в Могилеве шмат что отбывается. Дякую вам всем. Вельми добра, что Олесь Крышечко нам нагадал про принципы отбору. Поэтому все-таки я хочу еще раз больше так вот повторить и больше так конкретно позначить, яким чином іде процес вилучення номінантів. Сапраўды, сьомий год запар, у гэты дзень, альбо напярэдадні яго атрымання Могилевым права на самакіраванне, мы вызначаем особу года и падзею года по версии громадскости. Вы ведаете, что, конечно же, наш областный выканаўчы комитет таксама подобные вынікі подводить, але мы вырашили, что трэба звярнуць увагу менавіта на тых людей, которые дзейнічаюць не в отповедности со своими все ж такими посадами, альбо магчимостями, да, хтосьці стал человеком года, потому что ён цудоўна працаваў, бо ён працуе на гэтай посаде, ёсць фінансаванне, ёсць клініка, например, лепшы врач, безумоўна. Але той же самый врач може просто у вольны свой час нешта зрабіць для громадскасці. І вось мы ў першую чаргу звярнули свою увагу на гэтых асобу. Итак, сёмы раз, причем мне было вельмі прыемна, что ў гэты раз нават адгукнуўся сайт Тутбай, да, информационный, и разместил спасылочку, где можно проголосовать. Для нас это самое было вельми значным, потому что ранее вельми остро стояло питание, где разместить информацию об интернет-голосовании, как об этих сайтах ведали все. Ну, Тутбай, вы ведаете, у нас довольно популярен. Итак, 3 этапа, як сказали. На першому етапі соціологічна служба, соціологи, ви сьогодні їх побачите, і вони на протягу года отсочують ті події, які відбувалися у Могилеві, і з допомогою контент-аналізу, якщо глядів, весь час не можу виговорити, це як історик, весь час влитуюся, і ще до такое цікаве словосполучення, шорт-лист. Для меня это довольно тяжкое складано, не ведаю чему. Поэтому на подставе контент-анализу ранжируем по наибольшему резонансу, какие події викликають у громадстві. Другий етап складається з народного голосування, я уже вам казав, тому що коли складено шорт-лист, а у этом годі наши социологи складали шорт-лист на подставе списка претендентов. Ну, в приватности были отобраны или проводятся 85 подій, насколько я памятую, и 83 особы, 83 громадянина. Сярод их надо было отобрать, ну, будем так сказать, которые події особо были наибольший громадский розголос. В этом годе их засталось по 8. По 8 подій, по 8 особ. Поэтому у интернете можно было проголосовать и выбрать одну из этих 8 особ, альбо из 8 подій, викладати свою думку. Несколько тысяч человек приймали удел у этом голосовании, хотя одразу хочу вам сказать, ну, амаль на полову больше было тех, кто проголосовал за особу человека года, чем за подію. Но тем не меньше, я думаю, все-таки довольно такое представніше. То есть 30%, третья частка, это думка социологов, третий этап это был народное голосование и, безумовно, громадский магистрат, он открытый для уделу любого могилевца. Там так само, буквально 23 дні тому, так само отбылось голосование. И сегодня мы доведаемся про то, кто стал особым человеком года 2018 по версии громадскости и якая подія. Хочу одразу сюди запросить
можно было задать им питання наших соціологів. Прошу вас сюди. Там було 4 соціолога, сьогодні у нас присутствує 3. А ось, 4-й был молодой человек. Ну вот как завжди женщины, вот видите, опошня тенденция, которая меня, как мужского шовиниста, вельми бентежить, да? Что женщины запановали во всем. Вот працевал и мужчина, но за кропелькой славы пришли только девчата, да? А ось, я не думаю, что это уплыв тих подій, которые отбываются в Калифорнии, там, в Голливуде. Это натуральная, ось, наша справа. Итак, шановні колеги, хочу одразу сказать, что в принципе вот эта идея об том, чтобы на профессийной основе вилученням займалися соціологи, народилася в одного вельми, я лишу, цікавого человека у нашем городе Могилеве, который спричинился, наверное, до вашей подрыктовки. Это, конечно же, слово вдячности Юрию Михайловичу Бубнову. Профессору. Уже который год наши коллеги, да, я не ведаю, кто из вас стал ученым или не стал, где вы працуете. Кто-нибудь из вас стал профессийным социологом? Нет, но тим не менш, я это навмисно сказав, глядите, вони так само це роблять на громадських початках. Поэтому так само вельми цікава річ, і нам вельми приємно, що вот эти 4 особи на громадських початках провели вельми велику працю. У мене до вас такое невеличке питання, буквально вам 5-6 хвилин, максимум комусь сказати, чи тяжко було? Як вам удалося это все-таки найти номинантов? Потому что, коли мы проводили первый, другой год, у нас весь час была такая, ну, мы полохали шагу. А раптом у наступному годі не буде якої-небудь події, не буде такої особи, не буде з кого вибирати. Да? І кожна із вас хотел бы назвали самую важную подію 2018 года. Не обов'язково в Могилеве, в особистом житті. Прошу, кто у вас? Оля, выйдет. Представьтесь. Да, ну не, ну я не на увазе, наверное, не первый раз, но просто да, конечно, было добро, но кто из вас скажет, как проводился? Или вы будете, как мне ночью выступали, по сказу? Одна, первый сказ, другая сказ, третий сказ. Игорь, я не скажу, не хвалюсь. Ну, могу я начать. Контент-анализ мы проводили уже 6-й год, 7 лет вызначается особого года, а мы 6 лет проводим контент-анализ. Методика контент-анализа заключается в том, что мы по определенным критериям на интернет-сайтах определяем там, частоту упоминания и по другим критериям тех могилевцев, которые упоминаются, и их заслуги за весь год, на протяжении всего года. С каждым годом, хочется сказать, что сложнее выбирать, потому что шорт-лист у нас все время увеличивается, да. Если в первые годы он составлял там, человек 30-40 максимум, то, как вы слышали, в этом году уже до 80, дошло до 80. Вот, поэтому сложнее, как нам кажется. Плюс те могилевцы, которые с каждым годом они попадают в этот шорт-лист, они из года в год они не перестают принимать участие в общественной жизни Могилева. И то есть вы хотите сказать, что я там так само был в этом списке? Да. Ну, я успокоился. А Олеся Агеев был еще? Был. Был, да. Кто там у нас еще был, да? Да, в списке А Бубнов был? Я кажу про себя, але в этом сенсі мне якраз мне вельми это подобається. Що ось ті особи года, але ті, які спричинилися до подій года, так, і вони так само не припиняють свою діяльність, вони на слуху у громадськості, але одразу хотів би сказати, щоб всім було зрозуміло. Тот, хто коли-небудь став особой года, и он не может стать двойче, тройче там, и так далее. Да. Под пульт такое положение. Да, это только однойче. Поэтому они уже не трапляют у шорт-лист. Да, означены, протягивают деятельность, так, да, и они просто не увеличиваются. Так. Ну, поэтому это тоже немного усложняет задачу. Потому что те, кто был, они с каждым годом обороты свои увеличивают, а уже из них выбирать нам нельзя. Знаешь, что однойче Колесия, спричинившая до написания одной книги, она была присвящена про евреев. Мы думали, будет один том, а их стало несколько томов.
Поэтому, когда вышел первый том, мне вручили, что я гоноровый еврей Могилев. Второй раз, который том вышел, мне уже, я двоечий гоноровый еврей города Могилев. Да? То, когда вышел третий, я думал, ну теперь я буду тройчий гоноровый еврей города Могилева, поэтому мы решили, что нехай я буду однойчий тут, да, или кто-то инший, да. Зачем тройчий, альбо четверо. Ці ви все-таки лічите, що надо было зробити, двойчий, тройчий? Почему? А что ты лечишь, что нет такого? А вы, да, а вы как лечите? Нет, правда, говорю, что опять Оля так говорит, вот, немножко больше у вас, может, какие-то еще думки, как было тяжко. Или вы не работали, вы просто подводили выники? Как-то работали. Несмотря на то, что объем работы с каждым годом увеличивается, А увеличивается за счет чего? Больше смотрите средства массовой информации или больше? вот и сказала Оля, у нас все больше претендентов на это звание. Ну а вы что, подличили? Ну подумаешь, претендент. Или вы смотрите в отгуке? Да, конечно. Так вы еще комментарии все смотрите. А в комментарии частей за все вот ругают или нет? Вот вы уже несколько годов принимаете удел. На подставе вашего контент-анализа кто-то стал перемоткой. Так? И вы читали в отгуке на его деятельность. Там вот становчить отмовно. Вы увеличиваете становчить отмовно? Мы это не учитываем, мы просто это просматриваем. Ну вот, например, все ведаете про нашу славутую белорусскую, которая с Бобруйска, которая сейчас не сходит со всей интернет-просторы, это телебачення. Так можно что-нибудь зробить поганое, как Герострат, да? И все будут говорить, да. И вы так само так подпишите, о, 1000 отгуков. Сразу зашумел. Всем понравилось. Хорошо, добро. А вам какой критерий больше всего подобается? В человеке подлинных событий. Да все равно, вот вы когда подводите выники или працуете, вы кажете, о, а вот это мне больше за все подобается подвешивать, вот это мне подобается отшукивать. Мне больше всего нравится частота упоминания претендента. Что Сколько это? раз он упоминался. В разных сродках массовой информации, да? А вот вы там вы смотрите, есть ли иллюстрации, да, видео, фото, да? Да, то, что... И вы как звертаете увагу, вот вы рассматриваете, какая цікавая фото, какое Нет, цікавое мы видео, посчитываем, сколько фотографий. только подвешиваете. И у нас еще там критерии, что непосредственно президента фотографии, либо это ну, да, отстраненная. Просто я всегда скажу, что на журналистов, когда меня фотографуют, я не успеваю поджаться. Да? Поэтому я думал, вы еще подвешиваете якость тих фотоздимков. Итак, ваша подея 2018 года. Лично для нас Да. троих. Нет, для вас себя, как-то. Вообще. Да. Ну, для нас стало событием, что наша Ксенечка вышла замуж и родила. Все, выдатно. Ну, правильно, с собой зачем его брать, правда, да, там. Игорь, Добре, я жартую. Ну, а все-таки для вас какая подея? Ну, сложно сказать. Знаешь, я у нее говорю, спрашиваю, ты тоже сразу скажешь, она ж хитренькая, да? Она сказала, для меня самое важное, что она вышла замуж. Для нас Теперь что троих. ей говорить? Она же, конечно, думала, вот я скажу, что я вышла замуж, да? А у вас какая самая важная подея? То же самое. Я ж не знаю. Ну, для меня, конечно, тоже это очень важно, потому что я тоже... А, ты радовалась, что ты все еще свободная, а она уже все. Она уже стала стирать, не только свою, но и мужа, уже стала Нет, потому что мы готовить. разделяли радость. Радость в чем будет? Вот ты мне помочь, вот моей жене сказать, она мне иногда так говорит в семье, говорит, я так хорошо жила, мне было так хорошо, вот что-нибудь творожку скушаю и все. А тут надо думать, чем тебя кормить на снеданок, чем тебя думать кормить на обед, что тебе на вечер ты еще попросят. Это ты вот этому радовалась, да? А чему тогда? припинись, а то хутко сексизм виноватит. Хорошо, жмите руки, шановное явление. У нас есть невеличкая такая подяка, віншування, все-таки. Да. Дмитрий, прошу тебя, 2 минутки. Девушки працевали, шире клеточки працевали, шмат энергии как бы зашло. Тому мы традиционно им пополнить энергию. Вот, здорово. Дякую вам. Итак, прошу вас. Ну, да, нет, вы поможете все-таки. Ты Так, шановные коллеги. Ты недавно с повестиком працевали. За них заговорил. Ну, шановные коллеги, на то я здесь и стою. Разумеете.
Я недавно прочитал такое вельми цікаве інтерв'ю Соловьева в интернете, все ж таки, ну щиро вам сказать, английской мовы не ведаю, поэтому не могу наведывать англомовные сайты, да. Поэтому, ну что, в просторе РУ живу, да, ну белорусская простора и РУ. И Соловьев кажет, ну что там Навальный? Какого Навальный? Соловьева? Я же николи не скрывал, что я богатый человек. Поэтому там вилла, там в Италии. Но не под Мичуринском, где мои свояки живут, там Тамбовской области, а в Италии. Поэтому я николи не скрывал, что люблю поговорить. Ну чего вы вырашили? Вы же могли ведущим выбрать того, который будет молчать, так? Разумеете, вот. Поэтому я николи не скрывал, что я буду говорить, да. Он Дмитрий так сел, так тихенько там. Так я не Соловьев, ты что? Ты скажи. Итак, шановні коллеги, теперь мы переходим непосредственно все ж таки для такого, до наступного нашего этапа подведення виніку. Але хотів би спочатку нагадати, да, ось тих, хто колись у нас становився переможцями. Итак, в 2012 году мы в Украшению подвели выники. На великий жаль, тут не бачу, особый года, человеком года за активную правооборонную деятельность стал Борис Бухель. А подією года стала праца Музея истории Могилева по сбору сроков на набытие у фонда музея статута ВКЛ 1588 года. Дякую нашему музею. В 2013 году за деятельность по захованию историко-культурной спадщины стал я, Игорь Пушкин, так, и творение арт-проекта «Полотно история» у стиле граффити. Вот про это сегодня Олеся говорил, на великий жаль, там где-то стояла города, да, где был намаляваны, есть неслед, поэтому, конечно же, громадский контроль вельми потребный, особливо вот в 2018 году у нас было шерах таких справ громадских, чтобы они заховались и упригожили наш город. У 2014 году человеком года стал керовник Центра городских инициатив Юрий Стукалов. Ну, раз он так скромно так там сидит, Юрий, вам питание не самому себе задавать. Для вас самая важная подея года 2018. Местные выборы. Пусть Китая. Ну для меня я не знаю. Что? А здесь вы имеете в виду? Я ничего не понимаю. Я спросил тебя, самая важная подея. Он говорит, позволение Насти рынки. Нет, из номинантов, наверное, проект 14. Так, у Могилева про 14, про него подробять не скажем. Да, сегодня еще будет, я так доразумел. Добро. У 2014 году подеей года стало проведение огульно-городского свята Драник Фест. Опять это центр городских инициатив. У 2015 год за активный удел у проектах организации, які сприяють громадській самоорганизации, стал Олесь Агеев. У вас самая важная подея. Ну неужели не скажешь, что 5 хвилин я помолчал? 2018 года. 2018 года для меня. О, Господи. Арт-лестница. Арт-лестница, ну, как-то все так на Могилевские подеи представим. А я все-таки сподівався, що такого больше глобального, там, штату выступления Трампа. Ось, ну ничего. Далее, подеей года стало это усталявання пам'ятної дошки рупливцу белорусской культуры, режиссеру, театралу Валентину Ярмоловичу. В принципе, это подея года, коля 500 человек, разумеете, ось, приняли удел у вырабе и усталявании этой мемориальной дошки. 2016 год за активную культурно-осветительскую деятельность человеком года стал Олег Дячков. Наверное, ён все еще от снега. Вчера это товариство белорусской мовы проводило мероприемство, очищали от снега памятный знак Тишки Гартному. Да, вы ведаете, что в этом году мы отмечаем 100-летие творения БССР. И первый керовник этой державы, и он колись загинул в городе Могилеве и похованы на Ускрайску Печерского лесопарку, там стоит памятный крыш. И вот вчера опять-таки была толока, собралась громадскость, как почистить там снег. Ну и подеей года стала сбор подписей за отмену декрета номер 3. Владимир Шанцев, где-то он тут недавно был. Вот. И он наполохался, что я спрошу его за подею города. И подею года он сбег. Так, в 2017 году особый года стал Олег Лисовский. Мы сегодня его еще побачим. Это наш могилевец, который съехал працевать у Баварию. Хочу вам сказать, что узнагорода до его доставлена.
хочу зробити таку офіційну публічну справоздачу, хоча ви могли і прочитати. Тобто делегація громадського магістрата виїхала в Баварію, дякуючи ще одному нашому чоловіку, сьогодні присутніший у його в центрі кола певне мероприємство, це Віталій Василькову. Да, ми змогли поїхати в Баварію і непосредственно Олегу там уручити його узнагороду. Хоча минулий раз він був з нами раз, так сказати, інтернет-сувіч ми мали, да, мама його отримала узнагороду, ну а ми потім доставили непосредственно туди йому у Баварію. Да, і, до речі, сьогодні він буде у нас оглашати спис, верніше, хто перемог. Так, ось у номінації «Особа года». Тому така традиція, переможці попередній год роблять це у цьому годі. Ну і так само був проєкт «Подія 2017», «Верши на стенах». Так само я бачу, которые приймали людей, да. А ось ми можемо побачити на певних будинках у нас не просто надписи, а вірші. То би хотілося, щоб у нас таке право протягувалося. Ну что, шановные коллеги, да? Перше не особо, Дмитрий, а подія года у тебя стоит. Итак, мы распочнем с події года. И я одразу буду представлять номинантов. Попрошу номинанты, кто-то тут присутнейший, приподнимались, как вы побачили. У нас номинанту будет, ну, такой невеличкий подарунок. Ось, это видання, подрахтоване нашим громадським магістратом. Ну, ви скажете, ну, мало ли, там книжка, не книжка, или там кветочки. Ну, саме головне, можна, коли ви жадаєте, ми не нав'язуємося, ну, можна отримати автографи авторов. Ну, мне сказали, давай подпишем одразу. Я кажу, одразу там человек не хочет. Мы ему подписываем. Но, коли вы жадаете, у нас сегодня потом будем иметь возможность у вас подвесить. Ну, я ж в нетерпении, как и ты, да. Ну, все так вот думали, когда же. Итак, первое, кто там у нас? Представляем, потому что я не веду как презентации. Первый номинант на подію года. Арт-объект, лестница, вышиванка. Кто у нас? Молодой человек. Дякую вам. Молодые люди, вы користайтесь. Вообще-то я всегда любил, когда девушка вручается, это возможность отримать поцелунок. Наступный арт-проект. Ну, здесь вышиванку побачили. Наступный арт-проект. Арт-двор. Арт-двор. Проект номер 14. Или проект 14. Дякую. Руку пожалуйста. А вдруг я ее не мыл? Принят. Наступный номинант наш. Наступний номінант. Так, что там у нас такое там? Не переходит кадр, не хочет камера сесть. Давай. Заела. А вручную покажи. Есть? Не надо. Вручную нажимаю и все. Ладно, показываю. Опа! Вот она и все. Итак, выстава «Неведомый Могилев». 1918 год. Наступный номинант. Театральная постановка. Это спектакль нашего драмтеатра «Желтый песочек». Так, наступный номинант. Упершыню за 11 год открытие белорусскомовной группы у дзіцячым садочку. На жаль, не пришли. Это, здається, у Костричинском районе. У нас такое чудо отбылось за 18 год. Наступный номинант. Экспериментальный фест. Инспайт-фест. Да, такой. Наступное. Арт-объект Лаукасторы. Я не буду платить, я поцелую.
І апошні фест аматорських фільмів «Слово». Центр городских инициатив у нас. Ну что ж, коллеги, за 2017 год у нас был переможцем. Это верши на стенах. Кто из вас будет скрывать конверт? Оля, А, Митер конверт, а так поди, кто? Ты, Оля, давайте. Оля удельничала в этом цікавом проекте себе право вскрыть конверт, и мы доведаемся, кто или что стало клиничку подея года 2018 у Могилеве по версии громадскости. Слухаем. Выстава «Неведомый Могилев» 2010. Выстава «Неведомый Могилев». Ну, я хочу, мне вельми приємно, я ще раз побачити вас тут, да. Ось, справа в тим, що колись ми говорили про набуття для музея статута ВКЛ, ну, а в цей раз вельми цікава вистава, будем так казати, коли ми побачили, вернее, там, в принципе, несколько выстав, количество там проводились, да, это дякуючи тому, что шерох наших могилевцев вернули выявы Могилева, которые мы стратили. Ну, тут Тамар, что один конкретный Могилев звернув такі вияви, і, конечно, перша особа, которую необходимо сказати слово вдячності і за це мероприємство, і за минулі вистави у серії «Невідомий Могилев», це Олег Давид Лисовский, за яким сьогодні нам сказали, буде ефір, поэтому я його особо зараз особливо не буду далі розкривати. Ну, а у сувязі з этой узнагородой, по этой выставе, конечно, я повинен виказати слово вдячності тим людям, які спричинилися як з громадського боку, так і від наших супрацовників. Це, наприклад, Дмитрий Ліпейко, наш журналіст, який шмат чим допомог нам у створенні інтернет-простори додаткової для цієї вистави, у створенні всіх афіш нашого проєкту «Невідомий Могилев». Это Александр Копенкин, который организовал экскурсии. Это историк, аматор, руководитель нашей выучения спадщины города Могилева, который организовал экскурсии на наши выставы. Ну и непосредственно нашим супрацовникам музея, которые, я вижу, что и привели до такого хорошего эффекта этой выставы. Это наш мастак Марина Нестерук, это наши науковые супрацовники Женя Балберов, Наталія Прочакова, Алена Макзалюк, ну і остатні. Ну, всім дякую всім, що голосували. Ну, питання для всіх. Подія 2018. Ну, не знаю. Ну, тут вистава для нас стала... Ні, вистава це для нас. Супер, А для себе особисто. Ну, напевно, я вже забудувався, ці в 18 році відбулося, ці в самому кінці 17-го, але от те, що ми набили книжку Спиридона Соболя для Могилева, це було для нас просто щось фантастичне, звісно. Вельми цікаво, дякую. Шановні колеги, перед тим, як ми будемо протягувати нашу імпрезу, віншування номінантам, віншування переможцю від нашого славутого Могилевського, з Могилевщини, да, співака, прошу вас, Юрій Нестерович. Нестеренко, да? А ты же мне сказал Нестерович. Ты спросил. Нестеренко, прошу вас. Вітаю всіх. Где нужен кресло? ну так, напевно, зараз. Зараз просто одразу з машини, з неба на землю бой. Ну, не из машины, не одразу. Сейчас было 5 хвилин. Так, секунду. Допоможи там, что надо? Да, допоможу, конечно. Итак, шановні колеги, справа в тем, что покуль, ну, у нас сьогодні запланований цілий концерт, так, Ігоря. Ну, а зараз просто-напросто ми послухаємо буквально його пісні, или протягнем нашу особу, так, мы такой как там, Дмитр, как там, Юра, подрихтований, нет? Дмитр? Нет, так может быть мы протягнем особу, а потом уже Пока представим поспеваем. особу.
Ну, я же не так, ты что? Готов? Готов? Да. Ну, все, так готов. Мороз, справа серйозне, тому треба. Ну, коли що. Здається так, більш-менш. Такий мороз, напевно, більш за все хочеться проспевать про лето. Такая песенка в стиле регги. Где там сховалось лето, на горизонте запали рядом. Лето не произносит так лето не наблизит загадами. Еду не возьмешь оставаться на трассе, не позычишь на день у соседа. Его не купишь в краме по акции, на всех никакое лето, лето. И можно не схожаться с раскладом, и можно скажем писать в газете, как разобрались, а кто виноваты, что на всех не хапает лето. И я лечу взаимно край света, и все равно не поспеваю, где там хапается лето. Покажите, где я шукаю лето. Покуль я живу, покуль я спеваю, и я проживаю лето. Так, как протягнуть эту тему, бачу, что крышечку теплее становится, тому такая песня «Мару бачить, это дождь», якую вот на многих станціях у спякоту завсёды давали в эфир, коли вельми хотелось наоборот чего-то прохолодней. Это песня Джона Фогерти, вядомого американского выканаўцы, перекладена на белорусскую мову. И в белорусскомовном варианте она называется «Мару бачить гэты дождь».
Можете подтримать выступить. Так, а покидай здесь, ничего, она нам не будет перешкоджать. Так, шановні колеги, ми протягуємо з вами нашу імпрезу і переходимо, наверное, до самого цікавого. Это до визначення человека года, або, як ми кажемо, особа года 2018. І, безумовно, спочатку я би хотів представити номінантів. Потім нас чекає невеличкий телемост, як раніше казали, вельми модно, у час Советского Союза, да, там говорили там Москва, Вашингтон, Москва, Нью-Йорк. У нас будет больше тепло, да, это Могилев, Бавария, ось поміж переможцем минулого года, и который нам назове свою подею 2018 года у своїм житті, да, безумовно, и назове переможцу за 2018 год в Могилеве. Итак, номинанты на человека 2018 года по версии громадства. Бураков Александр. Прошу вас за правооборонную деятельность, проведение шерага мероприемств по захованию памяти репрессованных у 1920-30 годы. Наступные. Золотов Олександр. Другий раз запрошаем сюда. Руководитель главного проекту «Лестница вышиванка». Наступний знов мужчина. Иванов Сергей. Иванов Сергей. На жаль, нема. Это за проект «Лавка Сторі», открытие галереи дитячих хмар у Могилеве. Наступний. Каплан Алексей. За кампанию по захованию єврейських могилок и наданню им статусу историко-культурной коштовности. Приємно, что все ж таки не только мужчины. Красовик Катерина. По какой-то причине не подошла до нас. Мастак-иллюстратор. Одна из удельниц проекта «Арт-двора», проект 14. Наступный. Вашу, но назову. Литин Александр. За дослідження єврейського минулого Могилева презентацію фотоальбому «Город, який був». Можно, Игорь? Сегодня день Всесвітнього Холокосту, поэтому на певних мероприятиях всем передавал привітання. Добре. Громадське життя протягується. Да? Это вельми активный человек у нашем. Хочу вам одразу сказать, я не ведаю, кто станет человеком года. Разумеете? Але Александр Лисин. 3 года запад номинант. Он номинант. Вот я про что хотел сказать. Про то, что ось уже сегодня, так, а може в наступному году, это человек, который вельми громадсько активний у нашем городе увесь час. Наступная. Сумарова Олеся. Закриття творчого центру для людей з інвалідністю території людей. Это инклюзивная пляцовка, где люди с обмежованными можливостями могут удельничать у майстер-классах, робить сувениры, продавать их. Наступное. Шустова Юлия. За проект «Громадская книжная шафа». Над ідеєю громадської книги шафи, конечно же, працювала ціла команда, але доводила до розуму проект делікатна дівчина Юлія Шустова. Итак, шановні колеги, ми переходимо до вручення диплома «Чоловік года», але зараз у нас з вами сувість Баварії, так? А ось ми послухаємо і побачимо переможцю минулого года Олега Лисовського, так? А ось буквально хвилиночка, да, у нас? Пока зараз настроят, мы будем так само видеть, где у нас тут камера. А, вон туди, да? Ось, тоді ми зараз
У Олега запытаемся, ее пятом. На сувязи тени, где ее, это я. А где Олег? Так, да, побольше. О, Олег, рады вас бачить. Мы бачим человека года 2017. Олег, как ты чуешь меня, добре? Добре, конечно. Гук зробите там, чтобы дома. Да, чувак. Не, а вот його треба чути. Все Добре, добре. Хорошо, Олег, перше, що одразу хочу вам сказати, несколько слов, як вам там живеться, будучи человеком Могилева 2017, а кроме того питання, яка самая значная подія для вас особисто или наогул у житті? 2018, скрыть и назвать прозвище того, кто стал человеком года 2018. Итак, Олег, як вам там живеться? Добре, дякую. Слава Богу. А кто-нибудь ведает там побыч с тобой, что ты человек Могилева 2017? Ну, тільки знайомі свої, сябри розні. А я думал, по всей Баварии повешали такие бигборды, где написано «Человек года Могилева 2017, Олег Лисовский». Зато можу сказати, що у нашому консульстві у Мюнхені довідалися тільки ось недзе наприкінці снежня. Ну, а нам было приятно побыть у тебя, побачить твою цудовную семейку, наилепшее разрешение твоей супруги, деткам. Итак, Олег, прошу, кто ж там у нас перемог? Зараз поглядим. Почекайте. У малого тут конверт. Я вот это тяжко. Отобрали ляльку. Олег, мы чекаем? Да ладно тебе. Чекайте, чекайте. Ось. Это прямо трансляция. Ну, заклеили мы, да? Заклеили бы, а что я мог сделать? Забить. Так. Чекайте. Ой, я уже бачу! Итак, шановные коллеги, человек особо 2018. Вам вот такие штуки. И вот такие вот памятный знак, который мы вручаем усім переможцям. Особо года 2018 Олега Туманова. Давайте ставим ее. Олег, у вас пару слов. Ой, так розчулилися. Дякую, Олег. Ти бачиш, що ми раді бути поруч з тобою, ми тобі вдячні. Ось по твоїй... Приємно вас усіх побачити. Ну, а як ти? Саме переможцю, яка отримала в цьому році цей гоноровий титул. Олег, вот ты, я веду, вельми уважливо сочиш за подіями у нашому городі. Ну, а що б ти саме значив, ну, саме значно означив в нашому житті там, з Баварії, в нашому Могилеві? Не веду, шматова чого робиться цікаве і добре. От. Я чому кажу, тому що я упевнений, що вельми шмат подіїв, так, слухали. Не злітайте. Давайте мы... Я просто... Поаплодируем. Да. Так, мы скажем, ну, я хотел, чтобы еще, может быть, Олег пошел на хвилиночку. Ну, раз развитались, я упевнений, что Нет, намекают, развитайся. Да ладно, давай протягивай. Протягиваю, да. Ну, я так думаю, наверное, за дуже шмат коштує интернет, лишняя хвилина, 2 эфира, что для нас обыдется вельми дорого. Я упевнений, що сьогодні самое головное не было, а дорого сказать, что все 8 номинантов, все те 83 подеи, которые были переможцами.
То же самое, все 85 особ. И все те 8 номинантов, которые были, это переможцы, это подеи года, это особы года. Мы сегодня с вами просто-напросто означили человека, который шмат чаго робить для нашего города, для наших могилёўцаў. І для мяне таксама вельмі прыемна долучиться до віншаванню Олега Лісоўскага, потому что мы сегодня віншуем не просто так. Я таксама быў калісьці человеком года, и я вам вельмі удзячны, что то, что вы зрабілі у мінулым годзе, я думаю, что это будет працягвацца у будущем без конца. И шмат людей, дзякуючы вам, знайдут падтрымку и смогут себя реализовать. Віншаванне и от Олеся Агеева, так само человек года, который тут у нас был. Вот, мы бачим и от Юрия Стукалова, да, который так само долучается. Ну и, конечно же, Олег Лісоўскі. И мне приемно, что в этом годе у нас человеком года стала... женщина. Впервые стала женщина. Период шовинистов мужчин закончился. У нас врешті-решт з'явилися жінки-панінки. Я думаю, Гришечка, може, Олеся, ви вже супокоїлися. Я очень благодарна всем, кто меня поддержал, вообще, кто поверил в эту территорию людей, всем, кто помогал человеку. Потому что одна я бы не справилась вообще. И я считаю, что Могилев вправе быть первым и в открытии такого центра. Потому что он первый вообще в Беларуси, и Могилев много времени был первым, даже хотели столицу сделать. Почему бы не начать какие-то такие события, которые важны именно с Могилевым? Да, это трудно, но тем не менее можно работать. Итак, шановні колеги, Нагорода песни. авось. Песни переможцы, не? Ну, конечно, конечно. Ну, мало того, ради вас я подошел до Юры, да, и он сказал, что может спеть целую годину. До вас он не 2 песни, годину, правда, полгодины. Я так не говорю. Зараз все, что хочете. Ну ты же так думал. Это образ добрый, конечно, дякую. Итак, шановні колеги, ось я думаю, що безумовно вибір зроблений. Ми назвали подію года 2018, назвали чоловіка года 2018 у Могилеві по версії громадськості. Дякую вам, конечно, за увагу. Нас чекає з вами концерт, розумієте. Але ще раз хочу вам нагадати, що завтра, 28 студеня, это, на мою думку, свято города. Я упевнений, що колісся свято города буде означатися менавіта у гэты день, 28 студеня, коли Могилев отримав магдебургське право. І я ще раз хотів би подякувати вам, не тільки номінантам, а тим людям, які шмат чого роблять для нашого города і прийшли сьогодні сюди і разом з нами означили такую значную подею у житті нашего города. Юрий, прошу вас. Давайте я вам допомогу. Вітаю вас ще раз. Я поцікавився ситуацію. Попередньо, коли организационные питания удокладнялись, была такая размова, невеличку программу хвилиночек на 15-20. Ну, Видите, коллега, я буду так вас называть тоже, как на вашем месте. Мне так само говорят 15 хвилин. А вы можете спросить у Олеси, я когда-нибудь клался у нее? Я все разумею. Если мне дают 15, это година. Я выполню полгодины, это 2. Свою программу минимум я виконаю, а потім будемо глядіти, як там. Ну і ще, не ведаю, така
ну, розмова, не розмова, таке питання було. А Макаревича проспіваєш у перекладі на білоруську мову? Вот. Так я одразу І Висоцького. і почну з такої пісні, яка в оригіналі називається «Солнечный остров». Ну, кто не ведает, может быть, пару слов про это супрацовництво. Справа в том, что Андрей Владимирович користі вельми зацікавився перекладами на белорусскую мову и приезжал и записал пока что одну песню, яка называется «Снег». Вот. І зараз я проспіваю, ну, якби, ще одну пісню. Ну, а потім будемо там глядіти, як там у нас отражається. Все не складано, маски подман, до солнечной выспы мнется туман, поветренных замков носит земля, а помолиться альбо я. Все не складано, нема сребных гор, выше руки нападая ссор, снег райских дав, меж вороням мягко поспел, альбо я. Весну тают снеги, и на воду мора, и весь береги. Сильно согреет, вера одна, никто поспеет, ты альбо я. Усё не складано, у казках подман, до солнечной выспы мнется туман. Всегда согреет, вера одна, никто поспеет, альбо я. Что сказать, ехал, не уявлял, что я буду тут играть, вот, и тому пропоную послухать ну, песню, яку я ще в Уволі ніколи нігде не виконував. Некая она была, так сказать, навеяна подеями в Украине, ну, але это такая аллюзия, скажем так, такой настрой. Пригоже не штучно, и не одно слово, где тихо девушно звучат наши слова. Не забудьте на сказанные вслух, не зразуметь и почуть, не забудься. Ни в прозе, ни в верше, спекоту не стюже, у пеши, ни вешни, ружи звенит наружу. Не забудьте в долонях твоих заложить градус, не забудься. Хоть ты не хотел, час пришел развитаться, твой рух и не успел, повинен застаться. Не забудьте на свой можно вздых прожить и отжить. Не забудься, не забудься на свой кожный вздых прожить и отжить. Не забудься.
по той програмі мінімум, яку я рихтував, що мені в Google отримався такий експромт. Вот. Это, ну, экспромт называется. То есть не выбачайте, докладнее не судите строго, вот, не выбачайте, конечно, не так проспеваю. Вот. Але, ну, тема этого экспромта якраз сьогоднішня подія. Разобраться спробуешь и темы, никто мы выники мне на темы. Те особые секундные потери, у вас обрели суперечных надений. Час пришел вырасти на хвилины, и ты отшел себе лезть не один. Человеком первой картины и героем годинной картины. Годом ставший особо я, смак открылся вот и меня. Уже бившийся за месяц до меня, числа 12 высекаешь огонь, и учить достаточно годно, просто быть человеком года, вероятно и неистовно, учить достаточно годно, просто быть человеком года, вероятно и неистовно. Ты гордуешь характер свой и принимаешь наступный бой. Ты пытаешься свой шанс перегнать, человеком с тобой стать. И необычно светлейшей темы, как разбирать в одной все предметы, как действие там на стыку эпох, стать человеком эпохи ты смог. Обменявшимся твой костяк, знаешь главное прорастать. Обернувши надею и веру, человеком найновшей эры, и пошел потом шляхом вечным, и кто-нибудь человек в вечности, увидите огульный эталон человечности, и пошел потом шляхом вечным, и кто-нибудь человек в вечности, увидите огульный эталон человечности, человеком разобраться спробуешь и никто мы вынесет не найдет. Те особые секундные потери, у вас обмена суперечных потерь. И учить достаточно годно, просто быть человеком года, вероятно и неисходно, годно учить достаточно годно, просто быть человеком года, вероятно и неисходно. Може, хто хоче ще виступити? О, Дмитрий, прошу вас. А почне у нас слово представляется Дмитрию Соловьеву. Ну, во-первых, я хочу всем подякувати, что все пришли на эту церемонию. Для нас это важно. Нам важен розголос Зелена Шакова. Не для нашего пиара, мы и так уже долго пиаримся и в интернете, и нас уже, в принципе, по первому назову ведают. Для Шакова, чем больше людей бачит, что у нас лучше заранее, тем больше людей долучается до громадской деятельности, тем больше людей имкнутся изменить Могилев. Это, по сути, основная идея громадского магистрата, это смена Могилева, улепшую в Бог, смена Могилева людьми для людей. Как это был наш утульный город, где мы живем. Как у себя в хате. Вы же в хате живете, вы что-то там, какие-то там фираночки вешаете, все, хлебчаете, все, как было Божий класс. Город это так само, это, ну, это наша огульная, так сказать, тоже наша огульная квартира для всех жителей города. И так само каждый мусит уносить некую такую, хоть маленькую, хоть дробись какой-то, кто там, видите, дома там некую картинку повесил, кто-то веточки какие-то, уже утульный город у вас. И чем больше людей долучено до этой справы, тем больше популяризует такую деятельность. Потому что люди некие, у них могут быть идеи. Они не могут бояться просто того, что они этого ранее не робили. И думают, а як люди это относятся, як это.
Нет, треба просто брати, робити, і ми будемо якби допомагати от такими от, якби це, є дальші ідеї, максимум, є ідеї шукати певні, максимум спонсорів, допомогу, як некие переможцы, потому что мы зараз працюємо на громадських початках, у нас как бы, ну, получается, нема великих чеків, як вам давати, якби, это, але ідея такі є, як пошукати спонсорів, як людям, які отримали какие-то вот навыки, які вошли в шорт-лист, чтобы им была некая подтримка на дальнейшую деятельность, потому что мы же все разумеем, что какая-то деятельность вымогает певных каких-то сроков. И как бы чем больше людей в этом завязано, тем больше это как бы, ну, на того же спонсора впливає. Бо я просто, вот, ну, моя такая задача была отсочивать статистику по голосованию, по всему этому технічні такі моменти. І я мог все-таки прийти на людей, які якби зайшли, почитали і проголосували. Тобто, ну, как бы, дивно, коли ти вже прийшов, коли ти вже почитав, уже это все, ну чому б не накликнути 2 рази там на это ж не юридика. Але вот, ну, так, такая вот статистика, що тільки офіційно проголосувала, з таких, що заходив і читав. Ось, тому закликаю всіх вас так само робіть добрі справи. Ви добрі, робіть могилотульне, удільничайте в громадському житті. Ну а ми з свого боку будемо робити все, що можемо, як вас популяризувати усіх і не давати забувати, що ви є на самом деле. Встречу 28 или 27 студня 2020 года. Ну, звичайно, 20.